В Якутске сезон электросамокатов стартовал по новым правилам. Улицы Якутска с приходом тепла стройными рядами заполонили двухколесные транспортные средства. Теперь пользователям придется водить аккуратнее. В силу вступили новые правила дорожного движения. О них подробнее готов рассказать мой коллега Петр Васильев. Он на прямой связи со студией. Петя, приветствую. Как начался сезон? Марфарина, приветствую. Ну, думаю, не слукавлю, если скажу, что сезон начался с ветерком. В Якутске, помимо уже нам всем любимых велосипедов и, так скажем, традиционных самокатов, появились и вот такие вот желтые, так скажем, скоростные электросамокаты. Это каршеринг в мире электросамокатов, компания российская, популярна давным-давно в больших западных городах нашей страны. Вот она прошлой осенью пришла и к нам в республику. Покататься тогда не удалось, но сейчас с приходом тепла многие жители уже, так скажем, верхом растекают по улицам нашего с вами города. Система простая, парковки располагаются практически в каждом уголке нашего города. Можно подойти с мобильным телефоном по QR-коду, взять их и за символичную сумму, как в нашем случае 300 рублей, собственно, арендовать электросамокат и с удовольствием покататься. Но могу отметить, что к нововведению положительно отнеслись, наверное, разве что только любители электросамокатов. Большинство горожан пока скептически относятся ввиду того, что многие нарушают правила дорожного движения, мешают пешеходам, ну и создают в целом иногда даже аварийные ситуации на дорогах, забывая, кстати, спешиваться, вот как я это сделал в самом начале при переходе на пешеходных переходах. Предлагаю послушать, что еще нам рассказали участники дорожного движения. Ну, как пешеходам они, конечно, особо не мешают, но они мешают водителям, которые возят и ездят. Они переезжают не по правилам. Предложить я могла бы единственное ГИБДД, чтобы они обязали, да, чтобы у них были права на это, чтобы они вдвоем не ездили, втроем не ездили. Все-таки это же безопасность. Ну, если они ездят по выделенным дорожкам, думаю, не мешает. А вот если они, допустим, по дороге, вот вы стоите, мимо вас проносятся эти самокатчики? Для этого есть звонки на самокатах, чтобы предупреждать горожан об этом. Ну, о безопасности дорожного движения с использованием средств индивидуальной мобильности, к коим с прошлого года относятся теперь электросамокаты, сигвеи, моноколеса и прочие электронные участники дорожного движения, говорят много. Я предлагаю поговорить со специалистами о том, как сегодня регулируется дорожное движение для электросамокатов. Рядом со мной сейчас находятся представители ГИБДД. Жанна Николаевна, добрый день. Задам, наверное, самый главный вопрос. Какова буква закона, как регулируются правила дорожного движения, собственно, на электросамокатах? С 1 марта 2023 года в правила дорожного движения включили средства индивидуальной мобильности, то есть СИМ. Да? Следует отметить, что это транспортное средство. Это не механическое транспортное средство, то есть это как новый вид транспорта, включено в ПДД. Оно имеет определенные свои правила, то есть пешеходы, лица, использующие средства индивидуальной мобильности, должны до 7 лет двигаться по тротуарам, велопешеходным переходам, да, тротуарам в сопровождении взрослых. А с 7 до 14 лет они имеют право двигаться по тротуарам, велодорожкам, но ни в коем случае не выходить на проезжую часть. С 14 лет могут, но по краю проезжей части, не создавая помех, должны двигаться со скоростью не более 25 км в час. Также они, наши горожане часто, да, нарушают. То есть они не должны перевозить детей до 7 лет, если в этих самокатах не оборудованы специальные сиденья для них. Также должны спешиваться при переходе проезжей части, что мы видим часто, они нарушают это. Не должны двигаться по двое. Если масса самоката до 35 килограммов может двигаться по тротуару, то у них есть определенная масса людей, да, до 110 килограммов. Они не должны двигаться, по идее. Ну и я, насколько понимаю, предусмотрены также и штрафы для тех, кто нарушает установленные правила ПДД, в том числе и за неправильную парковку самокатов.
Лица, использующие средства индивидуальной мобильности, привлекаются по статье 12.29 Кодекса об административных правонарушениях, которая влечет предупреждение, наложение административного штрафа 500-800 рублей. Также могут привлечь по статье 12.30, то есть это создание помехи в дорожном движении, а также причинение легкого или средней тяжести здоровью потерпевшего. По этим могут привлечь. Жанна Николаевна, спасибо. Я уверен, что вы сейчас дальше продолжите профилактическую работу с населением. Ну, а я, в свою очередь, хочу отметить, что благодаря работе сотрудников ГИБДД, надеюсь, что травматичных случаев на дорогах с участием средств индивидуальной мобильности будет меньше. Марферина, я поеду дальше, собственно, с ветерком рассекать улицы нашего города. Подробности я расскажу в дальнейших вечерних эфирах. Передаю тебе слово. Спасибо, Петя. Я напомню, на связи со студией был мой коллега Петр Васильев. Перейдем к другим темам.